Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 3 ноября, на понедельник. Смотрим мы с вами на колоде пасьянс. Почему? Потому что день у нас с вами должен быть спокойный по карте умеренность. Если мы с вами складываем 3.11.2025, у нас получается 14 в сумме. А за 14 число отвечает 14 аркан умеренность. Поэтому все должно быть мирно, спокойно, гладко, беспроблемно. Поэтому посмотрим на колоде пасьянс этот день. Значит, Овны, понедельник, 3 ноября. Покажите мне, как этот день пройдет у Овнов. Первое, что вижу, весы. Рыба. Два сердца. Так, месяц нельзя соединить. Сердце нельзя соединить. Тайная встреча, любовь. Череп еще есть. Роза. Возможно, здесь сюрприз. Тайное свидание, свидание, любовь. Бабочка. Так, ну и, конечно, проверяем горизонталь, вертикаль. Есть успех. Успех в каком-то скользком деле. Так, здесь нет и здесь нет. Получается, в этот день у вас выпадает успех в делах, в работе. Скользкое дело, рыба. Ну, кто-то может затягивать вас в какие-то истории. И вы, кстати, тоже можете. Иногда события показывают то, что делаем мы, а не только то, что другие. Дальше сложный выбор, любовь, тайная встреча, свидание, приятная встреча. Тема здоровья может отыгрываться в понедельник и деловой разговор. Так что вот такие события. С предупреждений рыба и здоровье. Два предупреждения. Но опять же, так как у нас выпал аркан умеренность, то тут я думаю, что все должно быть плюс-минус спокойно. То есть вы можете эту ситуацию как-то обыграть, обойти, разрешить, даже если вы в нее и попали. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу к тельцам. Тельцы. 3 ноября, события дня, тельцы. Сразу же тайная встреча. Первое событие, 2 кольца. Чемодан. Цыпленок. Либо корона еще, видите? Можно и цыпленка, и корону. Но я его увидела первым, оставляю его. Корона — это влиятельный человек. Кровать. Дерево. Корабль. И еще есть роза с якорем. Так, ну и давайте, конечно, посмотрим периметр тоже, пробежимся. Я не вижу совпадений.
Значит, смотрим, получается, в этот день может быть какая-то тайная встреча у вас с кем-то, временная разлука, расставание, общение с семьей, с детьми, приглашение куда-то, ожидание, интимная связь, свидание и якорь. Якорь — это остановка где-то надолго. Ну, скорее всего, что на каком-то свидании, либо на какой-то приятной встрече вы будете много времени по якорю. Долго будете. И вы, скорее всего, ждете, видите, ждете ожидания, вы ждете этого свидания, и у вас есть приглашение. И, возможно, это будет в тайне. Вы можете, допустим, кому-то не сказать о том, что вы идете. Вот такая вот история для вас, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Так, сейчас я буду складывать так, чтобы они у меня не повторялись. И смотрим близнецов. 3 ноября. Близнецы. События дня. Понедельник. Весы. Подкова. Яблоко. Подарок. Рыба. Что-то мне первая мысль была такая: троянский конь. Не знаю, почему подарок и рыба. Поэтому надо вам тут быть осторожными с подарками. Угу. Это что ж такое? 3-й знак подряд. Тайная встреча. Еще и подсвечник тут был. Надежда, тайная встреча, скользкое дело. Прибыль. Сундук. Метлу нельзя соединить. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, близнецы, у вас сложный выбор выпадает на понедельник. Сложный выбор. Удача вам будет вести. Удача. Прибыль. Ну, из хорошего, что выпало. Удача, прибыль, финансовые поступления, подарок. Выбор. И еще надежда. Надежда. О, и еще вижу домик. Увидела сейчас домик. Может быть, удача в доме. Либо какие-то события хорошие дома. Счастливые. События в семье и предупреждение. Значит, из предупреждения выпало скользкое дело, рыба, выпали слезы и выпала тайная встреча. Но опять же, тайная встреча — это не всегда плохо. Может быть, вы просто решили в тайне от кого-то куда-то сходить. А вот рыба это предупреждение. Но рядом выпадает надежда, поэтому я так понимаю, что надежда все равно у вас остается из этой ситуации выкрутиться. В общем, рыбка, предупреждение. И рядом подарок. Вы можете что-то такое получить в подарок, о чем потом можете 100 раз пожалеть, что вы этот подарок приняли. Так, благодарю за внимание и переходим к ракам сейчас. Раки. 3 ноября. 3 ноября. События дня. Раки. Угу. Аж 2 раза упало. Так, смотрим, раки, что там такое. Ага, сразу же цветочек. Хорошо.
Сундук. Тоже хорошо. Чашка чая. Ну, вроде бы не вижу. Смотрим горизонтали, вертикали. Цыпленка нельзя. И здесь нет, кстати, дорога. У меня 2 раза падали карты, они часто указывают на дорогу. Но здесь дороги помешала чашка чая, помешали гости. Возможно, какая-то дорога должна была быть, но она может, например, не состояться из-за гостей. Еще нашла домик. И змею. Ну, вот видите, я если должна что-то увидеть, я все равно это увижу. А если не должна, то я буду в упор смотреть, и это событие не увижу. Так, хорошо. Давайте смотреть, значит, что у вас выпало. У вас выпало исполнение желания. Прекрасно. У вас выпала финансовая прибыль. Супер. Гости. События в семье, дома и змея. Змея – это общение с человеком, который по своей природе имеет такую змеиную сущность, да? Имеет ядовитый язык. Поэтому тут 2 варианта. Либо вы на себе прочувствуете этот яд, да, этого человека, либо нет. Тут уже как повезет называется. Не всегда эта змея в нас выпускает свой яд. Иногда просто вот, ну, это идет характеристика этого человека. Он такой по своей природе, он такой родился. Да? Иногда бывают такие люди, они такие от рождения, ничего ты с этим не поделаешь. Поэтому как у вас тут будет, может быть в семье будет какое-то событие, придут гости, и вот один из этих людей будет просто по году рождения змея, например, или по характеру такой. Но в целом вроде как все события у вас тут хорошие. Прибыль, исполнение желания, гости. Вот такая вот история для вас, раки. Смотрим дальше. Львы. 3 ноября, события дня, львы. Ноября, львы, события дня. Колодец, первое событие. Цыпленок. Метлу нельзя. Лебедя нельзя. Машина. Будильник. Роза. Дорога на свидание. Так, и смотрим здесь. Бабочка есть. Бабочка здесь не вижу. Получается, в этот день общение с детками может быть, забота о ком-то. Семья, дети. Не обязательно дети, может быть кто-то из семьи. Разочарование может быть. Глубокая печаль. Опять же, это может вообще вас не касаться. Вы можете переживать из-за кого-то. Эти переживания могут быть. Какая-то проблема со временем. Вы можете куда-то не успеть, например, опоздать, перепутать время. Дальше, тем более у вас поездка и свидание. Вот. Куда-то вы там едете, и поэтому по времени, может быть, дайте себе больше времени. Потому что у нас в этот день идет умеренность. Это ангел времени, а он всегда все растягивает, как резину.
это время, поэтому вы тут можете что-то не успеть. И деловой разговор. Или, например, разговор деловой на какое-то будет определенное время, и вы едете. Да? Поэтому тут вот надо правильно все рассчитать. Но в целом как бы из предупреждений время и из предупреждения, что может быть какое-то разочарование в этот день. Смотрим дальше. Девы. Так, девы. 3 ноября, понедельник. События дня. Угу. Первое событие — цветок. Роза. Маска. Ножницы. Сундук нельзя, к сожалению. Ой, сейчас сбила. Так, смотрим. Ух, еще и рыба выпала. Да что ж это рыба? Не оставляет нас в покое. Смотрим дальше. Нет. И здесь тоже нет. Выходит, у вас на понедельник выпадают несколько классных событий и 2 негативных. Да, из негативных это скользкое дело. Кто-то вас пытается обмануть, заманить в свои сети, обставить, да, вот как-то там подставить. И видите, еще и маска выпала, обман. То есть мало того, что этот человек еще и прикидывается, возможно, там другом, приятелем, хорошим человеком. Поэтому надо быть очень осторожными. Маска и скользкое дело. Иногда, кстати, и мы можем на себя, например, надевать маски и по рыбе затягивать кого-то в свои сети. Тоже может быть, не без этого. Из хороших событий: решение вопроса, приятная какая-то встреча в этот день и исполнение желания. Поэтому, видите, хорошие события тоже есть. Но, тем не менее, надо иметь в виду, что может быть обман. Благодарю за внимание. Девы, перехожу к весам. Весы, 3 ноября, понедельник. Так, весы. Сразу же цепи выпала. Угу. И молния, новость. Какая-то неожиданная новость о том, что вопрос не решается, может быть, в таком сочетании. Интимная связь. Цветок. Солнце. Угу. Ну, эта ситуация налаживается. Так, здесь у нас получается змея. Корону нельзя.
Угу. Есть свиток. Свиток и неприятность. Расческа. К сожалению, но есть тут для вас предупреждение. Рассказываю, что выпало. Из негативного выпала неприятность. Говорит о том, что в этот день может быть неприятность. Какая неприятность? Нерешенный вопрос. Какой-то вопрос, который вы планировали, возможно, в понедельник решить, возможно, не решится. Также выпадает деловая встреча. Ну вот опять же, деловая встреча, неприятность. Ну, может быть, встреча пройдет неудачно, вопрос не решится. Опять же, я не знаю, я не хочу соединять друг с другом события, потому что, может быть, у вас встреча пройдет удачно, а неприятность будет где-то в другом месте, чтобы потом не было этой взаимосвязи. Если отдельно, то неприятность, деловая встреча, нерешенный вопрос, какая-то ошеломительная новость, интимная связь, радость, исполнение желания и общение с человеком, у которого длинный язык, который может с вами вести себя достаточно, не знаю, там, агрессивно, нападать, что-то там обзывать там, и так далее. Иногда змея проигрывается достаточно мирно для нас. То есть человек сам по своей природе такой, но в отношении нас вот эту, да, там, яд и агрессию не проявляет. Поэтому так тоже может быть. Как проиграется, не знаю, по-разному бывает. Вот такая вот информация для вас. Весы предупреждения – это неприятности, это нерешенный вопрос. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. Так, сейчас я складываю так, чтобы они не повторялись. Угу. Так, и поехали, смотрим скорпионы. 3 ноября, скорпионы, события дня. Успех. Первое событие. Так, бокалы. Угу. Вернее, бокал. Цветок. Тоже вот такая интересная закономерность. Стала замечать, что когда выпадает аркан умеренности, у очень многих знаков выпадает цветок. Хотя он вообще редко выпадает. Редко-редко. Так. Что-то больше ничегошеньки не вижу. Ну вот есть еще замок, есть. Здесь нет ножницы. Ой, есть ножницы. И, к сожалению, солнышко нельзя. Если бы эту карту перевернуть, то можно было бы еще солнышко соединить. Значит, смотрим. 5 событий, скорпионы, у вас в понедельник. Кстати, у кого день рождения в понедельник, 3 ноября. Ну, я вас, конечно, поздравляю. И знаете, что у вас начинается год под арканом, который будет идти умеренность. Это очень классный год, очень спокойный, очень мирный. Могут там решиться какие-то конфликты, могут уйти проблемы, если они были. Еще это год, когда мы получаем какие-то награды. Ну, если это, конечно, возможно. Там сертификаты, медали, кубки там и так далее. И, кстати, еще год исполнения желания в том числе. Поэтому год очень мирный, очень спокойный. И это не просто так, потому что вот этот, который у вас сейчас заканчивается 3 числа, он шел под арканом смерть. А смерть — это всегда год такой трансформационный, там происходят перемены, что-то в жизни меняется, кто-то из нашей жизни уходит или что-то уходит. Поэтому вот этот год, он дается для того, чтобы мы там перевели дух, успокоились, да, немножко так передохнули. Так что у вас начинается очень хороший год.
Так, ладно, давайте о дне насущном, о понедельнике. У вас в этот день, ну прям события одно лучше другого. Во-первых, успех в делах. Успех, победа, какие-то достижения, результаты, решение вопросов. Поэтому очень хорошо на понедельник, хотя, да, вот как говорят, понедельник день тяжелый, но не в вашем случае. Здесь вопросы решаются, и решаются очень успешно. Дальше исполняется желание, возможно, застолье, ну или просто там желание как-то, может быть, этот успех отметить. И может еще открыться какая-то тайна в этот день, замок показывает. Что-то вы такое очень секретное, интересное узнаете. Вот такой будет замечательный день, скорпионы. Благодарю за внимание и переходим к стрельцам. Сейчас будем смотреть, что у стрельцов. Так, стрельцы. 3 ноября. События дня, стрельцы. Угу. Смотрите, как классно, стрельцы. Сундучок первый выпал. Замечательное событие. Также сердце. Колокольчик нельзя. Угу. Кровать. Змея. Угу. Свиток. У вас тут прям событий не жалеют. Так. Это нельзя, можно месяц. Месяц. Ну, вроде бы совпадения не вижу. Смотрим теперь здесь. Нет. Угу. Есть, к сожалению, мечи. Мечи. Нет. Нет, и здесь, да, и есть неприятность. Ага. Так, значит, смотрим, что выпадает из негативных событий. Выпало предупреждение о том, что может быть какая-то неприятность, и, скорее всего, это будет конфликт. Скорее всего, ну, как бы не обязательно. Может быть, будет конфликт сам по себе, неприятность сама по себе. Ну, хорошо, если они, конечно, объединятся, это будет одно негативное событие. Неприятность, конфликт. И, кстати, еще выпала змея. Может быть, кто-то что-то там вам скажет, а вы не промолчите. Вот и все. То есть змея — это когда кто-то пытается нас ужалить, задеть. Дальше, значит, из хорошего, что выпало? Интимная связь выпала. Выпало общение с друзьями в этот день. Финансовые поступления выпали. Деловая встреча может быть. Ну, деловая, рабочая какая-то, связанная с делами, не личная. И получается солнце, месяц. Месяц — это событие, которое имеет цикличность. Еще будут события, которые имеют цикличность. Ну, опять же, может быть, это вот эти финансовые поступления. Там, каждый месяц 3 числа вы получаете там какие-то деньги. Ну, опять же, это событие может быть связано с чем-то другим. Это может быть встреча, которая происходит там с определенной периодичностью, там, с друзьями или деловая. То есть тут как бы я не знаю. Будет еще вот какое-то такое событие. В целом у вас все хорошо, если, конечно, вы сможете избежать вот этой вот неприятности и конфликта. Тогда все будет отлично. Благодарю за внимание. А, кстати, вот и ангел умеренности — это ангел терпения. Он всегда советует в этот день, да, вот прикусить язык и держать язык за зубами, да, и тогда можно вот избежать этих конфликтов. То есть быть толерантней, быть терпимее, быть спокойней. И тогда, возможно, этого конфликта и не будет. Так, хорошо, стрельцы, с вами посмотрели. Давайте теперь посмотрим, что у козерожек. Козерожки. Козерожки 3 ноября, понедельник. Понедельник, события дня, козероги. Как для них пройдет этот день.
Смотрим, козерожки. Казенный дом у вас выпадает. Ни у кого не выпал, у вас выпал. Казенный дом. Так. Месяц. Ну, скорее всего, что вы, наверное, раз в месяц сюда ходите. Может быть, в начале месяца. Гости. Гости, казенный дом. А знаете, как еще может быть? Из казенного дома к вам в гости придут. Ну, может быть, какую-то платежку принесут, какие-нибудь там счетчики проверить. Может так еще проиграться. Дорога. Ну, либо дорога в гости и отдельно казенный дом. То есть тут как бы, конечно, лучше ничего не перемешивать друг с другом эти события. Яблоко. Ай, неприятность. Нерешенный вопрос. Ну, может быть, здесь опять же, да, вот так меня и тянет, понимаете, все это в одну кучу соединить. Неприятность, дорога в казенный дом, а неприятность, нерешенный вопрос. Да, и как будто бы в гости сходили. То есть, ну, пришли, ничего не сделали, результата нет, и придется еще раз идти. Но опять же, да, то есть это так вот мне так кажется, что вот оно может так соединиться. Но оно, конечно, может быть и по-другому. И вот смотрите, выпадает конверт, выпадает информация, новость. Получение еще может быть. Получение. И здесь нет. Поэтому одним событием мне показывает, что какое-то получение может быть. Получение информации, получение посылки, получение, может быть, даже и какого-то документа. Может быть. Дальше событие, которое имеет цикличность, будет. Будет посещение госучреждения. Может быть, там вы будете что-то получать. А неприятность будет по-другому проигрываться. Поэтому давайте так. Отдельно получение, посещение госучреждения, неприятность, нерешенный вопрос, слезы, дорога, гости и цикличное событие. А как оно уже там у вас переплетется, все эти события, оно может быть по-разному. У кого-то все удачно пройдет в казенном доме, а неприятность будет там в дороге. У кого-то неприятность будет в казенном доме, а все удачно будет в дороге. Поэтому тут как бы уже сложно сказать. Вот такая вот история, козерожки. Благодарю за внимание и перехожу. Вот видите, упал у меня, прошу прощения. Тоже произошла неприятность. Так нам и показывать здесь. Кстати, и полетел этот кубик, дорога. Вот что, наверное, скорее всего, неприятность, она будет больше связана с транспортом, дорогой. Может быть, это для нас с вами была такая подсказка с этим кубиком. Так, хорошо, смотрим дальше Водолеев. 3 ноября, Водолеи, понедельник, события дня. Водолеи. Сразу же шарики. Прекрасно. Цветочек тоже хорошо. Так, здесь 2 варианта. Смотрите. Бабочка, маска. Я первую увидела маску, оставляю ее. Бабочку, если увидели, это деловой разговор. 2 сердца. Роза. Любовь, свидание. Домик. Угу. Кровать, маска. Может, это просто какие-то игрища, а не обман. Тем более тут рядом еще любовь и свидание. Может, у вас там какая-то тематическая вечеринка намечается.
Бокал нельзя. Так, здесь нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Ну, я не вижу больше совпадений. Значит, смотрите, что повыпадало. Выпали хорошие новости у вас будут в понедельник, прям такие очень позитивные. Будет исполнение желания, будет какое-то событие дома в семье. Будет любовь, любовь, романтика, свидание даже может быть. Либо это просто будет какая-то приятная встреча. Может быть интимная связь. Опять же, тут видите, и свидание, любовь, еще и кровать выпала. И рядом выпадает маска. Маска вообще это обман. Ну, основное ее значение да, этого события. Но иногда события нам проигрываются не так, как автор задумывал. Может быть по-другому. Маска это может быть, например, перед сном мы идем себе какие-то масочки делать. Или это может быть маска, опять же, вы смотрите какой-то фильм, не знаю, там связанный с масками, маскарадом, там мошенниками перед сном, да, опять же, в кровати. Может быть, это ваши там какие-то игрища, да, маска там и так далее. То есть тут могут быть разные значения. Очень важно, если вы любите пасьянсы, смотрите их, понимать, что вот оно может проигрываться по-разному. То есть цветок это может быть не исполнение желания, а просто букетик цветов в этот день получили. Или там цветы пересаживали дома. Там, ну и так далее. В общем, оно может проигрываться иногда не так, как подписано. Ну вот поэтому будем мы с вами надеяться, что единственное негативное событие маска у вас проиграется вот, ну, какими-то такими, может быть, другими, более интересными событиями. А так, смотрите, любовь, исполнение желания, хорошие новости, прям чудо-день. Благодарю за внимание, Водолей, и переходим к рыбкам. Сейчас посмотрим, что у рыбок. Рыбы. 3 ноября. События дня рыбы. 3 ноября. Так, рыбки, поехали. Сейчас посмотрим. Сразу же выпал свиток у вас. Любовь. Такое ощущение, что что-то тут... Как будто бы что-то я не вижу. Что-то есть, а я не вижу. Может быть, дальше сейчас будет. Якорь. Ну. Мне почему-то казалось, что прям вот здесь. Колокольчик. Угу, шарики. Хорошо. Так, здесь не вижу. Давайте посмотрим горизонталь, вертикаль. Ага, есть маска. Так, нет. И кровать нельзя. Значит, получается, что повыпадало? Выпало первое событие. Деловая встреча может быть у вас в понедельник. Любовь у вас будет. Все хорошо в личной жизни. Пустые разговоры, болтовня с кем-то. Колокольчик, пустой звон. Хорошие новости. Позитивные, радостные. Якорь – это остановка где-то надолго, и ничего происходить не будет. И вот мы, в принципе, видим, вокруг якоря никаких событий нет. То есть где-то вы там заякоритесь. И негативное событие – маска. Обман выпал. Ну, могут вас обмануть в этот день. Можете вы кого-то обмануть в этот день. Иногда маска, вот я только Водолеям рассказывала, у них тоже выпадала. Иногда маска – это может быть
там, не знаю, мы идем к косметологу какие-то масочки делать, мы сами себе маски делаем, мы смотрим фильм про маскарад, мы принимаем участие, да, в каком-то таком событии, где люди в масках, в костюмах, либо посещаем театр и видим, да, как на сцене люди в костюмах, в масках играют роли. Поэтому тут может проигрываться очень-очень по-разному. Не всегда это обман. И это надо вот не забывать. Я, конечно, вам говорю, что это будет обман каждый раз, да, проговариваю это, но вам надо иметь в виду, что это не только обман. Там оно за собой тянет много значений разных. Так что вот такая вот информация, рыбки, для вас. Но зато у вас тут любовь, хорошие новости. Встреча тоже есть. Так что все плюс-минус неплохо в этот день. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.